Я всех приветствую, рад видеть. Спасибо за то, что нашли время, посетили наше мероприятие. Сразу хочу сказать, то, что наш народ волнует разные проблемы и экономический рост цен, но мы выбрали сегодня такую тему не случайно. В мире происходят серьезные события, и вопросы национальной безопасности – это основа любого государства, гарантии безопасности граждан. Поэтому мы решили эту тему на данном этапе выделить. Я сразу хочу предоставить слово. У нас сегодня в гостях Максим Харитонович Винджер. Максим Харитонович был в гуще событий. Немного похожие были события в 2008 году. Он, может быть, с нами некоторыми даже секретами поделится. В первую очередь, я вот хочу оттолкнуться от тезиса сегодняшнего круглого стола. Вот, основные причины возникновения противостояния в мире. Почему так происходит? Можно вдаваться в разные подробности, говорить о каком-то всемирном заговоре, о геополитике, о влиянии и так далее, и так далее. Но в первую очередь давайте взглянем на суть вообще существования государств. Это на их интересы и на их контуры безопасности. Все государства практически разделяют в более-менее схожие контуры безопасности. Ну, контуры, говорю, аспекты, элементы безопасности. Вы прекрасно знаете, что бывают геополитические, политические, экономическая безопасность, информационная, кибербезопасность, экономическая, я сказал, продовольственная, психологическая, социальная, духовно-моральная безопасность. Все эти контуры каждым государством определяются. И я также вам советую для простоты, для удобства, попытайтесь в голове, когда мы говорим, допустим, о нашей стране и о каком-то из контуров безопасности, поставьте рядом с ним цветовую градацию. Зеленые, красные, оранжевые, например. Да? Чтобы определить, в каком состоянии находится тот или иной контур нашей безопасности. Тогда надо здесь действовать очень объективно, чтобы не переборщить и действительно взвешивать, когда ставите какую-нибудь цветовую градацию. Тогда у вас получается такая картина более понятная о том, что же происходит в мире или в нашей стране. Но если говорить, почему эти процессы происходят в мире, по моему мнению, если говорить о этом контуре безопасности, то для таких сверхдержав, как Россия, Китай, США, эти элементы безопасности немного шире, чем у Абхазии, естественно. Первый из них – это, я бы сказал, геополитическая безопасность. И, судя по всему, когда государства прибегают к какой-то агрессивной деятельности или к каким-то агрессивным действиям, в этот момент им угрожают или провоцируют их на такие действия угрозы одному или всем, или каким-то ключевым элементам их безопасности. В случае с США, например, которые в этом международном противостоянии выступают основным двигателем, и которые провоцируют всю эту международную нестабильность, очевидно, что один из этих элементов безопасности является под угрозой. Я бы не сказал критической, но определенно под угрозой. Потому что США действуют именно таким уже варварским и открытым способом, который, кстати, они давно запланировали. Следовательно, это стабильное состояние жить в угрозе, и действовать в США мы можем наблюдать на протяжении уже более 20 лет после того, как они победили, допустим, в холодной войне, стали мировым гегемоном и в начале 2000-х, а в частности после, наверное, все говорят, что это знаковым моментом была речь Владимира Путина в Мюнхене. Якобы с того момента США начали понимать, что возрождающаяся Россия и поднимающийся Китай начинают напрямую угрожать им их
геополитической безопасности, которая у США еще и ассоциируется со всеми другими элементами их внутренней безопасности. В случае с тем, что происходит сегодня в мире и почему происходит именно так, и многие эксперты уже об этом говорили, почему такая ожесточенная фаза противостояния началась именно с Россией, именно против России. Очевидно, что давайте снова взглянем на то, что угрожает американцам, каких именно их интересам угрожает Россия и Китай, например. В частности, если посмотреть объективно, Китай вполне или более, чем Россию, угрожает экономической безопасности США. Ее гегемонии как экономического лидера, финансового центра. Следовательно, Китай является первоочередной целью для США. Но Китай в связке с Россией представляет большую угрозу и, как говорится, недоступную, невозможную цель для американцев. Если бы, я считаю, это мое мнение, и многие эксперты, кстати, об этом говорят, если бы Россия представляла для США первоочередную угрозу, то такую же ситуацию, как сегодня противостояние Запада и России, мы бы видели противостояние Запада и Китая. Но, учитывая, как бы у американцев была такая цель, чтобы победить Китай, необходимо нейтрализовать Россию. Поэтому ставки столь высоки. Ну, то, что говорю, все это прекрасно знаете, это уже стало абсолютно очевидным и явным. Что делать нам в этой ситуации? Да? Вот, когда, понятно, идет противоборство великих держав за то, чтобы сохранить их элементы безопасности и так далее, и так далее. Позиция Запада – это полное уничтожение России, как бы истощение России, не уничтожение, скорее всего, истощение России, да? Возвращение России в статус примерно 1991-1993 года, 90-х годов, ранних 90-х, да? Это, естественно, отразится на всех союзниках России и так далее, по плану Запада. Как ведет себя в этом случае Европа? Очевидно, что европейские элементы безопасности также сегодня находятся под угрозой. Но эта угроза не вызвана действиями России. Скорее всего, это европейские страны, как вы все прекрасно видите и знаете, идут в фарватере интересов США. Они как бы безоговорочно жертвуют своими экономическими элементами безопасности, и, следовательно, так как экономический элемент безопасности является основополагающим для любого государства, не будем говорить о военной составляющей, да? В военном плане Европе пока ничего не угрожает, пока Европа не представит России экзистенциальную угрозу существования. В таком случае всему миру будет угрожать уже военная, как говорится, угроза. Но экономическая безопасность является основополагающей. Она тот столб, который помогает держать другие важные элементы: социальную безопасность, продовольственную, духовную безопасность и так далее, и так далее. Вот в этом случае как действовать нам? Как и любому государству, мы должны обеспечивать защиту этих элементов вот нашей безопасности здесь. Вы знаете, многие, если вот сейчас выплеснуть такой вопрос на какую-нибудь дискуссию, мы услышим очень много негатива в этом отношении, что у нас все плохо. Но поверьте, у нас не так все плохо. И я считаю, опять-таки, вы можете поспорить, но я считаю, что самый главный элемент, один из самых главных элементов военная безопасность у нас обеспечена внутренне. Конечно, она подвержена, мы не отвечаем за внешние какие-то факторы, но поверьте, как в прошлые годы мы не тратим 60% нашего бюджета на содержание нашей военной составляющей, да, как это было у нас. Теперь мы находимся под защитой нашего союзника Российской Федерации. И вы помните вот эти как бы
авантюристские призывы Украины к другим странам, там, открыть второй фронт и так далее. Это полнейшая безответственность, полнейший авантюризм, на который вообще сама Украина пошла, развязав, спровоцировав эту войну. И теперь они продолжают как бы действовать в этом же поле. И очевидно, что Украина выступает таким тараном Запада, и они не отказываются от этого названия. Они с точностью выполняют свою эту роль как тарана. Да? И как нам быть, как нам действовать? Ну, это, конечно, вопрос для вас, для экспертов. И поверьте мне, каждое мнение, которое будет высказано, оно каждое правильно, каждое имеет под собой основание. Другой вопрос, можно говорить о проблемах. Другой вопрос, как говорить о решениях, да? Какие решения предлагать. В нашем случае мы, как маленькая страна, довольно-таки гибкая внутри, гибкая политическая система, мы можем предпринимать различные шаги и очень гибко и оперативно, чтобы решать вот эти многие проблемы. Здесь мы с вами должны быть очень креативными и быть открытыми для таких шагов, которые могут на первый взгляд показаться непопулярными. Но, поверьте мне, я думаю, что, по моему мнению, говоря вернусь вот к экономической, и вам это близко, Артур Амирович, вот вы больше эксперт, чем я в этом плане, но экономическая безопасность, она абсолютно важна, вы все согласны. И для обеспечения тоже и военной, и других элементов безопасности, я думаю, нам нужно концентрироваться на развитии инфраструктурных проектов, на взаимосвязи региональных торговых путей. Мы должны стать таким инфраструктурным узлом на Восточном Черном море, чтобы вопросы возникновения какой-нибудь нестабильности на нашей территории существенно влияли бы на экономическую безопасность соседних стран. В первую очередь и Турции, Грузии и многих других. Все, спасибо, я закончил. Так, уважаемые коллеги, слышно ли меня? Да, вас слышно. Да, вот сейчас мы вас слышим, мы вас приветствуем, рады вас видеть. Прежде всего хочу поблагодарить организаторов за приглашение выступить на таком высоком собрании с таким большим представительством. Что касается темы сегодняшнего совещания, темы сегодняшнего круглого стола, стоит отметить, что актуальность этого всего происходящего, как мы понимаем, знаем, явилась не в результате событий 24 февраля нынешнего года. Все это гораздо раньше планировалось, гораздо раньше концентрировалось, создавались определенные условия. Когда мне уважаемый Ахров поставил вот такую вот задачу, причинно-следственную связь найти с того, откуда же явились такие вот последствия глобального масштаба, в том числе и в тектонических, геополитических сдвигах во многом. Я стал думать, вот, с какого же периода зацепить вот, анализ, исследования. Вот, и дошел чуть ли не до того самого момента, когда всем известная первая женщина Ева все-таки заставила Адама сорвать это яблоко, да? Вот. Ну, понятное дело, что все мы имеем отношение, многие из нас имеют отношение, в том числе и к христианской религии, в частности к православию. Сегодня поздравляю всех православных с Днем Вознесения, вот, имея такую вот возможность. Так вот, когда оперял для себя, с чего же начать, я взял период примерно в половину, от того самого яблока, да, и до известных событий 24 февраля нынешнего года. События эти начались в XI веке в той самой Западной Европе. События эти, почему на них хотел обратить внимание? Потому что сейчас вот у нас вот большой такой вот идет разговор о цивилизационном противостоянии,
Запада и Востока, о противостоянии мировоззрений, о противостоянии ценностных категорий. Вот понять, что же такое вот Запад, да, консолидированный Запад, что такое цивилизация Запада. Вот. Стоит, конечно же, проанализировать вообще, откуда они такие сильные, мощные взялись. Откуда же у них такие потенциалы? Так вот, в XI веке Папа Римский Урбан II фактически в своем движении, да, вот, религиозно направленном, объединил разрозненные, раздробленные, нищие силы Европы и направил не куда-нибудь, а на восток. Потому что в те времена Восток процветал. Благодаря такой захватнической политике, начавшейся с крестовых походов, Запад узнал, что такое шелк, Запад узнал, что такое медицина, отчасти математика, астрономия, мореплавание, например. Вот известные британцы, как мореплаватели, да, они обрели опыт, прежде всего, вот, взятый у арабов, у персов того времени. Так вот, Запад обеспечил себе безбедную жизнь за счет вывоза ценностей из Ближнего Востока, из Византии, буквально лет на 200, на 300 своего процветания. На этом не закончилось процветание и политика Запада, как захватническая в плане обретения чужих ресурсов. Обратите внимание, потом завоевание Северной Америки, потом 2 опиумные войны в Китае в XIX веке, потом колонии по всему миру и самое главное из них Индия. По 45 триллионов долларов было вытащено из Индии для процветания Запада. Теперь вопрос. Вот живет Запад, замечательно, хорошо продвигается, процветает за счет консолидации у себя вот огромных ресурсов всего мира. Вот живет и процветает. И тут возникает вопрос в рамках глобализации всей экономики, в рамках роста, в том числе и новых экономических игроков в лице там, Китая, возрождающейся России, с Запада встает вопрос. Как же поддержать свои вот эти вот позиции великого цивилизационного блока и союза, и центра цивилизационного? У них остается одно. Они отказываются от конкуренции добросовестной и начинают искать присущие им варианты обретения новых источников ресурсов. Когда мы глянем на Африку, глянем на Латинскую Америку, на Ближний Восток, на Китай, там, где они уже везде были, мы можем найти только одно место, где они еще не были. Это Сибирь. По подсчетам, Сибирь дает им возможность жить безбедно, но лет 500. Когда выясняется, что под Сибирью есть еще одна биоразработка, когда выясняется, что еще в Арктике, оказывается, много чего есть, то тут, разумеется, стремления Запада, они были явно направлены на то, чтобы обрести эти ресурсы, ну, конечно же, явно в свою пользу. Итак, мы пришли потихоньку к тому моменту, когда в 2007 году Путин Владимир Владимирович объявил Западу, что Российская Федерация обрела право продиктовать свои национальные интересы. Вот до 2007 года Российская Федерация не смела этого сделать. Ввиду того, что был частично потерян суверенитет, ввиду того, что мы экономически были подорваны, начиная с распада Советского Союза. После этого самого момента, с 2007 года, хочу напомнить, тут же проявились соответственные события, известные и на вашей благословенной земле в 2008 году.
и на земле вашего братского народа в Южной Осетии. В Южной Осетии я бывал в Цхинвале по приглашению президента в свое время, вот, и министра обороны. Вот так сложилось, что я служил в Академии Генерального штаба и как раз отвечал за подготовку военнослужащих, в том числе из Абхазии и из Южной Осетии. У меня есть выпускники, в том числе славные представители вашего народа в том числе. Вот. Что произошло в ноябре 2021 года? Российская Федерация, полагая, что устремление Запада к достижению своих целей, обретения той ресурсной базы, которая сейчас находится в России, ни перед чем не остановится, решила определить границы вот этого влияния и предоставила достаточно выверенный документ, который обоснован со всех сторон, геополитически, исторически, экономически. После чего, конечно же, нам было отказано, причем в достаточно такой недипломатической форме. Вот, ну и дальнейшие события уже всем более известны в той или иной степени из открытых источников, что послужило поводом в конечном итоге затянувшийся конфликт. Конкретная позиция Запада по отношению к людям Донбасса, ну и, соответственно, его агрессивные устремления к недрам России путем такой вот острой конфронтации на наших рубежах, и особенно в такой гораздо наиболее больной его точке, как Украина. Что касается угроз в целом, потому что по угрозам также звучал вопрос, угроза вот такая вот военной безопасности со стороны НАТО, к сожалению, на сегодня не просто является реальной или потенциальной, она является реализованной. Из теории национальной безопасности полагается реагировать на каждую такую угрозу построением соответствующей системы обеспечения безопасности. Она у нас есть. Эта угроза сейчас нивелируется действиями нашей комплексной российской армии во взаимодействии с армиями республик, также с участием таких замечательных людей из Абхазии, как наш знаменитый комбат Нашки. Поэтому на сегодня интересы Российской Федерации надежно защищены. На сегодня проводится специальная операция, в том числе для того, чтобы заложить большой потенциал в ближайшем, а потом и в среднесрочной перспективе новых экономических, международных отношений, в которых не будет уже превалировать агрессивная политика коллективного Запада с тем, чтобы за счет других стран-государств этот самый Запад спокойно себе процветал. Что касается Республики Абхазия, значение республики в регионе достаточно велико. Республика, я уверен, находится на подъеме и своего социально-экономического развития. Я уверен, что взаимоотношения с Российской Федерацией обеспечат в том числе и достойное состояние военной безопасности государства. Ну и так я, конечно же, в рамках того времени, которое было предоставлено на подготовку, немного полистал документы ваши национальные по стратегии национальной безопасности, вопросам национальных интересов, угроз и формирования системы обеспечения национальной безопасности. Ну, вижу, проделана достаточная работа.
Поэтому, конечно же, хотелось бы таких побольше контактов, наверное. Надеюсь, что будет полезно это и, соответственно, вашему политическому кругу. Ну и, конечно же, нам будет интересно и важно, потому что мы с вами находимся по одну сторону баррикады, нам необходимо защитить прежде всего свои ценностные категории, на основании которой мы и должны сформировать национальный интерес. Ну, на этом, видимо, я готов пока закончить. Игорь Валерьевич, добрый день, спасибо за интересный доклад от Гурадзинба. Хочу задать один короткий вопрос. По вашему мнению, то, что сегодня происходит на Украине, с учетом того, о чем мы говорили здесь, какой конкретный итог мы ожидаем получить на выходе? Ну, первое. Геополитически необходимо указать, что интересы Российской Федерации должны быть учтены, и Российская Федерация будет их защищать. Далее. Геополитически государство Украины как антироссия должно перестать существовать. Это должно быть либо нейтральное и дружественное для России государство. Далее. Соседи, такие как Польша, должны понимать, что ее экспансия на Украину не будет воспринята Россией спокойно, что такие заявления о том, что они готовы, значит, часть Украины взять под свое крыло без участия, возможно, самого народа Украины, ну, они не имеют под собой достаточно большой силы и не будут иметь юридической. Дальше еще один, на мой взгляд, важный аспект. Вот с учетом того, как ведет себя Российская Федерация по отношению к Украине, к введению этой самой операции, к исполнению своих обязательств, несмотря на такую агрессивную в свою сторону политику, Российская Федерация, на мой взгляд, должна создать какой-то новый такой уклад международного права, в котором бы учитывались мнения, учитывались интересы многих государств, и чтобы ни в коем случае однополярность восприятия этого международного права никак не могла бы доминировать в таких организациях обеспечения глобальной безопасности, как Совет Безопасности ООН и ООН в целом. Ну и, конечно же, всему миру необходимо дать посыл, что Российская Федерация является экспортером безопасности. Дело в том, что, я уже говорил, что если до нас не дотянутся, до наших ресурсов, то я полагаю, что следующим объектом такой консолидированной агрессии станет наверняка Ближний Восток. Отсюда участившиеся контакты с лидерами государств Ближнего Востока, с монархиями. И я полагаю, что будет очень серьезный запрос на обеспечение безопасности этих государств к Российской Федерации на примере Сирийской Арабской Республики, где он был у нас достаточно успешным и эффективным. Ну, наверное, вот так. Честно говоря, я разделяю здесь мнение Игоря Валерьевича, что это для такой даже соответствующей конференции, но тем не менее, что этот процесс начался, и вот такое общественное обсуждение тех условий, в которых мы сегодня с вами все оказались, геополитических условий, это как бы шаг, наверное, в верном направлении. Я вот буквально тоже пару слов хотел бы сказать о причинах возникновения, да, на мой взгляд, противоречий в мире много уже было сказано. Я возьму как более краткосрочную ретроспективу, но деградация международных отношений, да, и возникновение противостояний в мире
Ну, являются, вот как уже было здесь сказано, следствием такой политики Запада в лице США и Европейского Союза, которые не смогли смириться с трансформацией такой монополярного мира к системе многополярности. И в противовес универсальным принципам международного права, которые закреплены в уставе ООН прежде всего, да, Запад выдвинул концепцию миропорядка, как вы знаете, да, основанного на правилах. Что это за правила нигде не раскрывается, а соответственно, чем меньше ясности, ну, тем более развязаны руки, видимо. Основными угрозами, в кавычках, назывались, вот здесь было сказано, Россия и Китай, и которых попытали заставить беспрекословно, что называется, следовать задаваемому Западом курсу. Ну, отсюда вот и складываются эти попытки заставить всех, а вот мы уже отметили, да, что прежде всего, конечно, Китай и Россию, склонить к принятию западного видения миропорядка вообще в целом. Ну, Китай обвиняется в слишком напористом, что ли, продвижении своих экономических интересов. Ну, прекрасно знаете, да, этот проект «Один пояс, один путь». Кроме того, ну, наращивание военного и в целом технологической мощи, наверное. Россию, ну, вот последнее время, да, там обвиняют в том, что она противодействует ультрарадикальным неонацистским тенденциям в политике соседних государств и защищает права русского народа, русской культуры, обеспечивает, в конце концов, собственную национальную безопасность. И Россия долгие годы обращала внимание международного сообщества на формирование условий угрозы собственной безопасности. Многократно призывала Запад отказаться от стремления расширять НАТО на восток и приближаться к непосредственной близости ее к границам. Да? Но, как мы знаем, страны Североатлантического блока, вопреки данным Москве в свое время обещаниям, целенаправленно игнорировали интересы Российской Федерации. Тут я хотел бы еще вспомнить Югославию, да, в 1999 году, Ирак в 2003 году, Ливию в 2011 году. Да, и тогда Вашингтон выдавал эти операции как необходимые для обеспечения собственной безопасности Соединенных Штатов. Но вы прекрасно знаете, эти регионы находятся за тысячи километров от территории Соединенных Штатов. И тут как бы им позволительно было, когда НАТО приближается к непосредственным границам, то тут весь Запад завопил. Ну, Россия долго терпела, само собой, но когда недружественный Запад подобрался уже прям вот, как я сказал, прям к границам, и в нарушение, кстати, предложенной России системы принципов, наверное, да, там равной и неделимой безопасности, я не ошибаюсь, да, по-моему, так было озвучено, да, втягивая Украину, Грузию в НАТО, да, и демонстративно пренебрегая интересами других стран в области политики, экономики, безопасности, конечно. Ну вот и сложилась такая ситуация глобального хаоса, который мы сегодня наблюдаем. Ответственность, конечно, ну, лежит полностью на лидерах и концепциях, которые вот развивались вот там вот на Западе, да, в недружественных странах. Что касается мер противодействия, да, вот для Абхазии этим условиям угроз геополитических, их действительно много, их необходимо, мне кажется, более углубленно изучить. Но я бы тут все-таки поделил их для Абхазии, да, на внешние и внутренние. Вот в качестве внешних, это, мне кажется, вот на первоначальном этапе необходимо, наверное, было бы актуализировать внешнеполитическую концепцию Республики Абхазия, да, которая должна содержать, на мой взгляд, анализ вообще состояния глобальных и региональных процессов, определять четкие внешнеполитические интересы Республики Абхазия в рамках вот договора, о котором вы говорили, да, о союзничестве и стратегическом партнерстве, который предусматривает скоординированную внешнюю политику с Российской Федерацией, сформировать вообще систему взглядов, да, на содержание, принципы, основные направления вот внешнеполитической деятельности.
Ну и утвердить, конечно же, приоритеты национальной безопасности, в том числе и на внешних рубежах. Ну вот опять вернусь к договорам, это в том числе и договор от 2008 года между Российской Федерацией и Абхазией о союзничестве и стратегическом партнерстве. Там тоже говорится о совместных усилиях по внешнеполитической деятельности. Но тут я бы все-таки хотел обратить внимание, и недавно у меня была такая возможность, когда приезжали гости из Госдумы, я имел возможность поднять вопрос о содействии Абхазии по интеграции в такие международные региональные организации, ну, к примеру, как ЕАЭС, да, об этом говорится, но вот все-таки активной работы в этом направлении пока мало замечается. Да, ЕАЭС, ОДКБ в том числе, сегодня это очень актуально, ШОС и другие. Вот мне кажется, возможность участия Абхазии в работе таких организаций позволит укрепить в том числе и российскую позицию вот по региональной проблематике, расширить географию уставной системы ценностей этих организаций. Ну и нам создаст дополнительные возможности развивать с дружественными странами взаимовыгодные отношения. Мы сейчас видим, кстати, что центр вообще экономического уклада сдвигается в сторону Азиатско-Тихоокеанского региона в большей степени. И тут нам, кажется, на мой взгляд, необходимо было бы как-то вот актуализировать нашу работу в этом направлении, внешнеполитическую. И вот как раз возвращаясь к тому, о чем вы начали задавать вопрос, у нас ведь существует колоссальный диаспоральный ресурс. И вот в этом плане, конечно, необходимо гораздо эффективнее на государственном уровне укреплять и развивать связи с нашей многочисленной диаспорой. И тут я хочу подчеркнуть такой аспект, что в тех странах, где мы активно сотрудничаем и работаем, укрепляем связи, налаживаем дополнительные каналы взаимодействия с нашей диаспорой, степень их восприятия России действительно является таким, как сказать, адекватным. То есть они в меньшей степени подвержены вот этой вот западной пропагандистской машине. И хочу вот как пример рассказать вам о том, что до моего назначения полномочным представителем Абхазии в Турцию регулярно проходили акции протеста различного характера перед дипломатическими учреждениями Российской Федерации. Это Генконсульство в Стамбуле, посольство в Москве. Но опять в результате скоординированной, целенаправленной вот такой вот работы по, прежде всего, разъяснению адекватной ситуации и подаче правильной информации, эти манифестации, эти митинги, они прекратились. То есть это вот явный пример того, что да, если работаешь и доносишь правдивую информацию, то результат будет. Это правда, да, я помню. Да. Что касается внутренних вопросов, да, кстати, да, возвращаясь еще буквально пару слов, комитет по репатриации действительно прилагает титанические усилия, но этих усилий недостаточно, когда они не поддержаны на всех уровнях. Мы в Абхазо-Абазинском конгрессе тоже вот свою общественную нагрузку в этом направлении пытаемся реализовывать, но мне кажется, что каждое министерство и ведомство, вообще государственные институты, в том числе и гражданские институты, должны быть вовлечены в эти процессы. За 30 лет, 800, если не ошибаюсь, 50 человек вернувшихся, но это не показатель. Нет, да? там больше, по-моему, больше. Оставшихся. Я, насколько знаю, может быть, у меня информация неправильная, но я готовился, да. Ну а что касается внутренних, конечно, там целый ряд вопросов, но я бы отметил, наверное, все-таки это вопросы, прежде всего, укрепления обороноспособности нашей страны. Да, конечно, Российская Федерация оказывает большую помощь, но, тем не менее, собственная армия у нас тоже должна развиваться. Конечно же, актуальным является развитие экономических возможностей нашей страны. Вот экономическая безопасность здесь было сказано. Обеспечение продовольственной безопасности. Сегодня мы в мире наблюдаем продовольственный кризис. У нас мы позиционируемся как сельскохозяйственная страна. Многие страны уже давно создают и развивают банки семян. Мы как-то в этом направлении, Амиран Какали наверняка лучше разбирается в этом вопросе, но мне кажется, что продовольственная безопасность — это одна из
тем, действительно, которая является вот такой стратегической. Сохранение и развитие этнокультурных ценностей тоже как часть сохранения этноса. И повышение, я бы тут еще отметил, повышение уровня образованности населения и развитие гражданских институтов и в целом создание такого вот сознательного гражданского общества. Вот я много разговариваю, наверное, в заключение буквально пару слов. Вообще в целом, мне кажется, чрезвычайно важным сформулировать и утвердить идеологические основы вот, развития нашей Родины, то есть идеологию сформулировать. В принципе, сегодня сложно сказать, что у нас существует какая-то идеология, то есть к чему мы стремимся, какие у нас задачи, понятно, цели, то есть что мы вот в результате вот сегодняшних предпринимаемых действий хотим добиться. Ну, если хотите вот такую национальную идею, что ли, создать, обозначить четкие ориентиры того, вот, к чему мы стремимся в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Не потому, что я экономист по образованию, я действительно так считаю, что у всего происходящего в первую очередь экономические предпосылки. Здесь Игорь Валерьевич тоже об этом говорил. Если мы возьмем сложившийся вот первая часть нашего мероприятия, это основные причины возникновения противостояния в мире. Возникновения не было. Противостояние в мире, вот здесь правильно было сказано, противостояние в мире существует вечно. Покуда есть люди, противостояние существует. На этом историческом этапе, если взять последние 90-80 лет, на мой взгляд, опять же здесь возьмем за основу экономические предпосылки. Тот миропорядок, который существует последние 80 лет, он основан на итогах Второй мировой войны. Все международные площадки, институты, МВФ, Всемирный банк, ООН, все они были основаны по итогам Второй мировой войны. Что получилось? Значит, сразу же на второй день после того, как Вторая мировая война закончилась, началась другая война, холодная война. Как известно, в этой холодной войне противостояли друг другу Советский Союз, мы все вместе, все народы Советского Союза и Соединенные Штаты Америки. Некоторые цифры, которые будут показательны. Почему я говорю о экономике? 1990 год. Это последний год существования Советского Союза. Доля Соединенных Штатов Америки в мировом ВВП, в мировой экономике 26%. Доля Советского Союза 12%. Советский Союз был на втором месте. И дальше идет Япония 10%, ну и другие страны. На сегодняшний день, по итогам прошлого года, 2021 год, доля Китая в мировой экономике 18,6%. А США уже на втором месте 15,6%, потом идет Индия и другие страны. А Россия находится на шестом месте всего лишь 3%. На мой взгляд, если взять все основополагающие документы Соединенных Штатов Америки, я не говорю, что я все изучил, но которые на поверхности, они на слуху, Китай является угрозой номер один. Во всех доктринах последнего времени мы видим в США именно Китай является угрозой номер один. Я считаю, что именно из-за вот этих цифр, показателей, доли растущей, стремительно растущей доли Китая в мировой экономике, Китай для США становится угрозой номер один. То есть, что получается? Те институты, тот миропорядок, который был основан по итогам Второй мировой войны, он устраивал Соединенные Штаты Америки до того момента, пока Соединенные Штаты Америки доминировали в экономическом плане, то есть занимали большую часть экономики мира. И как показала практика, в этом миропорядке конкуренцию они проиграли Китаю. И здесь предыдущие ораторы говорили об агрессивной позиции США по разрушению этих основ, устоев, использованию этих двойных стандартов по Югославии, по Ираку, по Ливии, по целому ряду стран, где они просто вторгались в суверенные государства ради реализации своих собственных национальных, экономических, в первую очередь, интересов. Я лично общался с некоторыми гражданами Ливии. Вот я учился, у меня на потоке были ливийцы. Я вот спрашивал, что у вас происходит в стране?
у нас уже нет страны. Вот как мне отвечали. Есть территории, которые контролируются бандформированиями вооруженными. Внутри этих территорий существуют американские и другие компании, которые выкачивают все ресурсы. Для охраны этих площадок существуют специальные частные военные компании, которые все это прикрывают, дают какую-то часть вот этим местным бандформированиям. Государства как института уже не существует. Это такой пиратский подход. Они напали, разорвали по частям, самое ценное высасывают. Это вот такой бандитский пиратский подход. Теперь, что касается Абхазии, маленького государства со своей историей, со своим настоящим и со своим будущим. Что нам делать в этой ситуации, где мы видим новая фаза серьезного противостояния не где-то далеко. Вот я в прошлый раз об этом говорил. Вот небезызвестный завод «Азовсталь», который вот много был в информационном пространстве, от того места, где мы сейчас сидим, в 500 километрах всего. Это не так далеко. Поэтому вот все события, которые в мире происходят, это противостояние серьезных супердержав, оно очень близко к нашим границам. И в этом противостоянии одним из основных игроков является наш союзник, стратегический партнер Российская Федерация, с которым у нас исторические, духовные, нормативно-правовые, договорные связи. И общее прошлое, что не менее важно, потому что в рамках Советского Союза Россия является постоянным членом Совета Безопасности ООН, она по наследству от Советского Союза, но добивались права участия в этом Совете Безопасности мы все как один народ. Поэтому все, что там происходит, у нас, хотим мы этого, не хотим, оно нас касается. В этой ситуации о вооруженных силах было здесь сказано, Инар об этом говорил, мы имеем надежного, сильного союзника. Бесспорно, без сомнений, Россия никогда никого не сдавала и не предавала, показывает история. Но в любом деле, в первую очередь, нужно рассчитывать на самих себя. Это, еще раз говорю, не подвергает сомнению позиции России в отношении нас. Мы должны рассчитывать на самих себя. В наших вооруженных силах дела обстоят каким образом, я комментировать не буду, вы все прекрасно об этом знаете. На сегодняшний день происходят определенные события, спецоперация, военная спецоперация на территории Украины. Мне бы хотелось, чтобы наши специалисты, военные в первую очередь специалисты, офицерский состав Минобороны находился там. Это практика. Помимо практики, это поддержка нашему союзнику, нашему брату, но сегодня там есть возможность получить колоссальный, неоценимый опыт. Украинская армия сегодня ведет войну. Эта война, кстати, по мнению многих экспертов, является беспрецедентной. Это новейший тип войны, которого не было никогда ранее. Я там недавно был, вот с ребятами общались с теми, кто непосредственно сталкивается с противником. Они рассказывают такие вещи, что я как человек не военный, меня они просто шокируют. Поэтому я считаю, что наш, конечно, офицерский состав и руководство Минобороны должны иметь возможность получать непосредственно опыт там на месте. Почему это важно? Потому что наш непосредственный противник Грузия, она обучается, подготавливается, если хотите, там со всех сторон обеспечивается тем же центром принятия решений, который сегодня на Украине оказывает поддержку украинской армии. Поэтому даже если, не дай бог, завтра у нас в Грузии опять будет вооруженное противостояние, со стороны Грузии будет иметь место именно такая тактика ведения войны, которая есть со стороны Украины сегодня. И это должно быть взято в основу военной доктрины, которой у нас, к сожалению, до сих пор нет. Вот если вы помните, в конце прошлого года мы предлагали как один из важных документов подойти к разработке и принятию военной доктрины Абхазии, которой до сих пор нет. Тогда, к сожалению, мы были проигнорированы, тогда мы и не предполагали, что будет такая ситуация на Украине. Но, как оказалось сегодня, этот документ очень был бы актуален, и он и сегодня актуален. Надо о нем, я думаю, здесь последующие ораторы о нем скажут более подробно. Еще один момент, на котором я хотел бы остановиться.
это демографический вопрос. Все наши беды, ну, основная часть наших бед, это наша малочисленность, нашего этноса, нас, абхазов, действительно очень мало. И эту проблему, эту угрозу мы пытаемся решать за счет комитета Министерства по репатриации и других инструментов. И, ну, как здесь Инар говорил, ну, малоэффективно, да, результат, который есть, мы им вряд ли мог бы быть лучше, хотя там действительно прилагаются усилия. Но мне кажется, что нам нужно и в другом направлении более активно, проактивную позицию занимать. Нужно вернуться к своей истории. Нас, если вы помните наш флаг конфедерации, там 7 звезд, у нас 7, это абазины, абхазы, кабардинцы, адыги, шапсуги, убыхи. Убыхов уже нет, но 6. Вот эти 6 так называемых племен, ну это 6 народов, только на территории Абхазии и Российской Федерации нас проживает 888 тысяч человек. И мы должны к ним, они должны к нам, мы должны друг к другу относиться как к одному народу с одной историей. Здесь очень много потеряно времени, к сожалению, после войны. И если мы говорим о демографической политике, если мы говорим о политике репатриации, мы в свой взор должны обратить и сюда тоже. Если в абазинской семье рождается второй, третий сын, и этот третий сын будет понимать, что он может получить гражданство Абхазии и иметь возможность здесь, в Абхазии, получить земельный участок, получить жилье, реализовать себя, поверьте мне, денег в финансовом плане для реализации такого рода проектов не нужно даже говорить о государственном бюджете, потому что есть достаточное количество людей, которые состоялись в бизнесе и в других сферах, которые с удовольствием окажут поддержку. Много будет скепсиса по этому поводу, но хочу вам сказать, что у нас альтернативы нет. Очень важно сосредоточиться на демографической политике. Наша нация исчезает, друзья, давайте вещи своими именами. Здоровье нации находится на очень критическом уровне. Уровень образования, Инар, о чем вы говорили, это, вот, Максим, вы перечисляли разные угрозы и безопасность. Я считаю, что уровень образования нации сегодня выходит на первый план, потому что если нация не образована, значит нация не готова, в том числе к информационной войне, которая сегодня ведется. Я имел возможность сидеть за одним столом с Башаром Асадом в Сирии в рамках делегации, когда мы ездили. Он сказал следующее, очень интересные слова, кстати, произнес. Наш народ, он имел в виду интеллектуальный уровень образования, не готов к тем инструментам, которые применяются против него западными странами, информационным, пропагандистским инструментом. То есть наш же собственный народ, он сказал, из-за своей неграмотности стал инструментом против собственной страны. Вы понимаете, что происходит? То есть сегодня гибридная война дошла до того, что им не надо посылать войска на вашу территорию. Они просто за счет того, что ваше население безграмотно, используя информационные технологии, используют это же население против вас. У нас, к счастью, уровень грамотности достаточно высокий, но он должен быть еще выше. Должен быть с течением времени, он должен развиваться быстрее. Мы маленькое государство и малочисленный народ. Выжить в этом жестоком мире, как показывает события последнего периода, принцип «кто сильнее, тот и прав», он никуда не делся. Вот тот первобытный принцип, когда пещерные люди друг друга отнимали с дубинками, значит, какие-то блага, он никуда не делся. Просто вместо дубинок сегодня используются информационные технологии, оружие и так далее, и так далее. Поэтому в этом жестоком мире мы можем выжить только, если мы будем более грамотные, более подготовленные, более образованные, нежели другие народы. Все, единственное. И, конечно, опять я хочу сказать про демографическую политику. Здесь очень важно, чтобы мы на этом заострили свое внимание, потому что
если нас не будет, вот нашего этноса, на территории Абхазии хотя бы 250 тысяч, 300 тысяч, то мы постоянно будем под угрозой. Если нас будет несколько сот тысяч здесь в Абхазии, тогда мы сможем выдохнуть и переключиться на другие задачи. Спасибо. Ну, здесь были подняты очень актуальные вот в данный момент вещи и спецоперация, и вообще как нам нужно действовать в этом мире, потому что вот все эти, начиная с экономики вообще, мир очень глобализирован, и экономика, все эти производственные цепочки, даже экономические, они все неразрывные между собой. И прежде всего, конечно, о чем хочется сказать, то, что как мы должны вести себя в этом мире. И вот хотел бы начать с того, что в парламенте прошлым созывом в первом чтении был принят закон о противодействии внешней изоляции. Это был зеркальный закон на закон 2008 года Грузии об оккупированных территориях. И там прописаны очень понятные вещи, как мы должны действовать в условиях изоляции. Там прописано, кто такой, что значит субъект агрессивной политики, там есть реестр субъектов, меры воздействия, которые предусмотрены, даже в части, касающейся вообще сегодня, да, у нас настолько развиты информационные технологии и медиа, и везде максимально, где мы можем присутствовать, и на всех медиаплощадках мировых, нам нужно везде знакомить, да, мир с нашей культурой, с нашим народом, с танцами. Только этим мы можем, чем, я думаю, можем удивить вообще, да, и это одно из, да, чтобы показать, потому что для всего мира мы часть территории Грузии, и в этом плане, мне кажется, вообще как бы после войны мы плохо работаем, но сейчас в связи с тем, что информационные технологии намного ушли вперед, у нас очень много площадок медиа, где мы можем знакомить мир с Абхазией. И мне кажется, это очень важно, чтобы восприятие, прежде всего, да, и у стран Запада, и у более нейтральных стран, чтобы оно понятно было, они поняли, кто такие абхазы, чего мы хотим вообще в этом мире, и как мы хотим развиваться, и почему вообще, и исторически, какие у нас права есть, да, на нашу родину. Если, я думаю, в первую очередь мы сможем как-то донести хотя бы, будем пытаться, и наше положение как бы тоже увеличится. И здесь много говорилось о связи с нашими соотечественниками, да, вот Инар говорил, и в Сирии, и в Турции, там и так далее. Вот я хотел бы сказать, даже вот на Северном Кавказе у нас после войны, наверное, очень хорошие позиции там были, но сегодня, мне кажется, очень как бы сбавили мы в этом плане, потому что вот Грузия признала геноцид черкесского народа. Грузия, наверное, после войны они поняли, да, вот степень помощи вообще черкесского народа, кабардинцев, адыгов и участия в нашей войне, они признали этот геноцид, очень активно взаимодействуют с черкесской диаспорой. В Нальчике был построен центр грузинской культуры, но очень активно они работают, поэтому нам нужно тоже более активно включаться во все эти процессы. И мне кажется, вообще да, вот, военный вопрос, он одно из, вот, как было правильно подмечено, это, конечно, демография. Если сегодня мы активно будем заниматься репатриацией, активно будем заниматься демографией, если сегодня наших соотечественников 100 тысяч, да, если соотечественников будет 300-400 тысяч, то, мне кажется, вообще вопрос будет снят, да, военной угрозы с сопредельной территории, он будет снят. Также вот помимо военной безопасности, конечно, это продовольственная безопасность. Сегодня в мире, вот, если я не ошибаюсь, он выступило заявление, что через 10 дней будет мировой кризис вообще, потому что в связи с ситуацией с продовольствием очень большие проблемы. И поэтому, конечно, мы должны работать по этому направлению. К сожалению, да, вот, насколько я обладаю информацией, мы даже фасоль, исконно как бы наш продукт, мы даже фасоль и кукурузу мы, к сожалению, завозим. И это, вот, наверное,
Амиран Георгиевич более познания в этом плане имеет. Ну, надо так сделать, чтобы люди, ну это как бы тоже будет организм, да, сельскохозяйственный, где, ну, помимо того, что наши сельчане, да, работают, это и сбыт должен быть правильный, и помощь со стороны государства, ну, такой организм, где вот он должен быть задействован, конечно, да. Когда сегодня на рынке у нас наши сельчане не могут продать сельхозпродукции, им приходится продавать перекупщикам тоже, но с начала возделывания культур до сбыта нам нужно наладить всю эту цепочку. Я думаю, и наши сельчане, они готовы работать. И то, что у нас многие говорят, то, что мы обленились и так далее, с этим тезисом не согласен. Почему? Потому что если в районах будет достаточно поддержки, да, на уровне МТС, на уровне там горюче-смазочных материалов, на уровне возделывания по полей и так далее, и конец этой цепочки сбыта, то я думаю, то, что и мы сможем хотя бы необходимыми товарами, продуктами, мы будем иметь возможность, да, чтобы наше население здесь, внутри Абхазии, не зависело, да, от внешних поставок, хотя бы тех и туристов, конечно, тем более сейчас у нас ожидается такой наплыв, да, беспрецедентный за всю послевоенную историю в Абхазии, так эксперты говорят, по крайней мере, то, что, ну, как бы ждем. Так что, ну, спасибо за предоставленное слово, в общем. И со своей стороны, кстати, да, со стороны вот парламента, вот я лично и коллеги, все заинтересованы на самом деле, чтобы много вопросов в разработке сейчас в бюджетном комитете, там и об упрощенном налогообложении, там и касаемо НДС есть, и вот в ближайшем там времени все эти вопросы какие-то мы уже рассмотрели, какие-то собираемся рассматривать на ближайших сессиях. Так что я думаю, что и коллеги наши все заинтересованы в том, чтобы как-то в этой сфере, чтобы у нас прошло продвижение. По поводу всего услышанного, об этом надо еще подумать, конечно. Для себя я так решил, что надо еще проанализировать. Многие вещи, которые я слышал, это такая часть очень трезвых мыслей, часть это просто пропаганда. Ну, что такое безопасность? Много всяких концептуальных вещей, там, каждый по-разному. Там есть целые философские школы, которые по-своему определяют, что такое безопасность. В первую очередь, для того, чтобы оказаться в безопасности, я считаю, что мы не должны потерять ту волю, которую мы имеем. Это вопрос воли. Вопрос воли, и вторая, это как бы такая составляющая, это, значит, трезвый, очень холодный, рассудочный взгляд на обстоятельства, которые окружают нас, на мир, который окружает нас. Если этих две составляющих не будет, то тогда нам придется очень туго, особенно в свете того, что я, как вижу в последнее время, за отсутствием этой воли, за отсутствием этого трезвого, значит, рассудка, делегировать свое право защищать Родину своему союзнику, верному, настоящему, но тем не менее, уща злоумца задгил, псадгилдзен, баша нышепщу. За этим что следует? За этим следует потеря поколения конкретная. То есть это вот сегодня еще не ощущается, а будет ощущаться дальше. Почему? Потому что, значит, такой институт, как Министерство обороны или Служба безопасности Республики Абхазия, или же это пограничные войска и милиции и так далее, это общественные государственные институты, в которых воспитывается человек. Это часть идеологии государства. Потому их терять нельзя ни в коем случае, ссылаясь на то, что давайте теперь не будем на них тратить деньги, потому что их функции выполняет наш союзник. Это глубоко ошибочно, и это бедственно будет, уже происходит это. Потому что очень большая часть молодежи, даже не только молодежи, я бы сказал, просто граждан Абхазии, да, потому что с какого-то года все являются гражданами, не распределяясь по возрастам, уже довольно индифферентно относятся к определенной какой-то смутной, которая была там национальная идея, в которую выложили в виде Конституции. Нету таких, вот у русских есть слово скрепы, да, вот нету у нас таких конкретных скреп, то есть они есть, да, но они не осознаны, не сбиты, не сколочены в вертикальный столб с острием, да, чтобы можно было на него ориентироваться. Это мое личное мнение. Вопрос воли
понимание того, что происходит. То есть понимание, может быть, есть, и декларация каких-то вещей тоже есть, но воли сделать это нет. Передача кому-то – это бред. Не буду больше растекаться по этому вопросу. Значит, современные войны и современная политика, она не меняется, все повторяется и вновь, вот как по блоку прямо, да? Повторится все как встарь, потому что геополитика, то есть территория и политика. Вам, политикам, лучше это знать, я тоже здесь оставаться не буду. Но если просто шаг назад в историю, мы увидим ту же историю. Те же конфликты, те же противостояния. В этой ситуации нам что нужно делать? Значит, то, что касается союзнических отношений с Россией, лучшего быть не может. Лучшего союзника быть не может. Мы помним ельцинскую Россию, которая была против нас, она нас держала в блокаде. Но пришло другое время, другие люди, у которых трезвые мысли, да, и воля привели к тому, что теперь Россия наш союзник. Есть у нас отношения договорные. И вот тут начинается слабинка. И наша, и нашего союзника, который вот эта слабинка с обеих сторон, она не дает выполнить в полноте те договорные обязанности, которые у нас. У нас нет совместных подразделений. У нас они декларированы, да, 8-10 год, Да. если не больше. Да? То есть это большой минус. Он двухсторонний минус, потому что России тяжело, например, мы должны, да, прикрывать. И наоборот, так же. Вот. Мы же прекрасно, знаете, в договоре прописано, что в случае, если, значит, на территории России там война, и в России объявлена война, то мы вступаемся. Какими силами? У нас нет этих сил. К этому надо более серьезно отнестись. Если там даже по договорным взаимоотношениям не хватает каких-то ресурсов, мы свои ресурсы должны туда вкладывать. Мы должны создавать эту новую армию. Возможно, что вот этот пробел, мы остались на уровне там, значит, уставов и так далее там 20 века, сейчас уже 21, появились новые принципы ведения, уже не театр боевых действий, а это пространство боевых действий, то в этом пространстве концептуально должны возникнуть совсем другие правила ведения войны. Они должны в первую очередь исходить из безопасности твоих подразделений и, естественно, возможности дать им выполнить те задачи, которые будет ставить естественные абсолютно обстоятельства и воля руководства. Что мы в этом плане имеем? Мы имеем очень хорошую, основную, такую очень главную вещь, это вооруженный народ. Это очень серьезный принцип, который был заложен самой войной и вообще военной культурой Абхазии в целом. Но при этом мы должны знать, что есть должен быть, да, профессиональный костяк. Это высокообразованных, мотивированных людей, которые умеют обращаться с оружием новейшего поколения. Это очень важно. И вот этот костяк, он у нас как-то в какой-то форме был, и теперь он уже не соответствует тем угрозам, которые есть. А вооруженный народ, он тоже теперь не соответствует, потому что здесь вопрос уже не просто Калашникова в доме, за которым постоянно наше МВД гоняется и у всех отнимает. Вот этот закон об оружии, я вот никак не могу понять, у них врагов не существует, что ли, кроме населения, которое имеет это оружие. Слушайте, с ними можно договориться, и народ сядет в определенные правила и будет соблюдать эти правила. Опять же, государство должно обеспечить соблюдение этих правил. У кого надо изымать это, все мы знаем, там и МВД тоже самое прекрасно все это знает. Но разоружать своих людей, это категорически нельзя делать. Теперь, что такое вооруженный народ? Мы знаем себя, мы знаем наших, кто с нами живет, и другие народы, все схватятся за оружие и станут жертвой этой войны абсолютно бессмысленно. Что для этого надо делать? Надо дать человеку ту форму и организацию, в которой он может достойно сопротивляться и не гибнуть при этом. Да? То есть это важно. Сегодня такие формы существуют. И опять же они, вот просто шаг назад в историю, они есть. Вот борьба Восточного фронта в полном окружении, без всяких ресурсов, она говорит об этом. Да? То есть
как это сказать, сегодня вот, ну, противостояние, если там посмотреть, 1 к 40, 1 к 60, вот такой процент соотношений был, и тем не менее Восточный фронт очень успешно боролся в течение года и даже более. И мог быть даже быть более. То есть у нас концептуально сама война прошедшая и наша военная культура говорит нам о том, как надо построить, значит, обороноспособность и как готовить население. Вот в целом так, значит, и при этом, если мы особое внимание обратим на армию и вообще на силовые структуры, сведя их возможность оборонять, защищать Родину, соблюдать дисциплину, там, вот от МВД начиная, заканчивая обороной, это должна быть единая боевая сила, в принципе. Не смыкающиеся там в своих уставах, но в плане, как бы, когда вопрос идет об обороне, чтобы они действовали в едином таком кластерном ключе, да, это очень важно. И то, что теперь касается, как бы, вот осуществления этих вещей, да, то есть вот мы видим, что там наша Минобороны занимается учениями и так далее, ездит, это самые отвлеченные вещи, Надо учить обороняться там, где ты живешь, потому что наша короткая территория, а такова, что любая война своей стратегической тенью накроет нас сразу. И возможно так, что, выйдя за порог дома, вы сразу должны вступить в бой, как в Израиле. Любая маленькая страна, у которой очень серьезные противники вокруг, или хорошо технологически оснащенные средствами поражения, убийства, да, населения, они будут всегда накрывать вас как зонтиком, да, вот этой войной, этим куполом. И вся эта, как бы, структура еще поможет нам просто воспитать нового человека, понимаете, потому что нет мужчины, нет женщины, если вот по полной, да, вот к этому слову относиться, в которых нет воли к борьбе, да, воли к защите, там, значит, к справедливости, там, и так далее. Это все дает армия. Армия – это просто некая форма, в которой воспитывается этот человек. Мы должны это сделать. Для того, чтобы хотя бы самим себе вернуть себе полноценного образа абхазца-защитника. Ну, по поводу болезней, наркомании, своей, значит, этой такой воровской психологии и так далее. Там, мы же видим, как разлагается общество. Ну, это понятно, даже в самые лучшие времена некий процент будет всегда поражен этим элементом. Вот как-то в целом я, видимо, уже вышел за параметры своего, значит, временного отрезка. Ну, как-то спасибо за внимание, я думаю так. Ну, это широкий разговор, и его надо раскладывать. Потому что в военном деле всегда все строится от маленькой тактической единицы туда к стратегии, не наоборот. И вот у нас эта маленькая тактическая единица в лице отдельного человека, качественного, да, который закален в течение многих веков в борьбе за свое существование, она и есть. И мы можем это сделать. Вам совет